Ассаламу алейкум. Мира вам души и вокруг себя. В прошлый раз, когда мы с вами встречались, я планировал рассказать вам о судебной системе чеченского государства средних веков. Но прежде чем рассказывать об аспектах этого вопроса, я хотел бы вам задать вопрос. Вы знаете на сегодняшний день, в 21 веке, судебную систему, которая полностью исключает взяточничество, коррупцию, ангажированность и политические пристрастия? Мне повезло в жизни, я изучал юриспруденцию в разных странах, и могу вам сказать, что полностью исключить это невозможно. Но чеченцы почти приблизились к абсолюту в этом вопросе. Кажется странным, да, невозможно. Но давайте тогда я попытаюсь вам рассказать, как это было. Начнем с того, что в чеченском государстве не было судебной системы, где судьи назначаются правителями или парламентом, или какими-нибудь другими выборными органами. У них вообще назначения не было. Они существовали в системе как обычные люди, которые предлагают свои условия на рынке. Ну, например, можно сравнить их с зубными врачами. У нас сегодня есть очень много выборов в отношении зубного врача. Пошел в любой кабинет, и тебе зуб отремонтировали. Вот такая же была судебная система в средние века в чеченском государстве. Судью никто не назначал, судья никем не выбирался. Судьей люди становились. Но прежде чем они выйдут на рынок со своими услугами, они должны были пройти 10 лет обучения у какого-то известного судьи. То есть 10 лет он проходил у него помощником. После этого, если ему исполнялось 40 лет, это очень важно, если он был женат и имел детей, то его учитель мог ему сказать: все, ты можешь открывать свое дело. Ты можешь отпочковываться и сам уже предлагать услуги на рынке. Первое время, конечно, он работал за счет авторитета своего учителя. То есть люди к нему приходили с разбирательством своих дел только из-за того, что он учился у кого-то. В дальнейшем, за счет того, что общество воспринимало все его судебные акты и судебные решения более справедливыми, к нему обращались все больше и больше. Но тогда получается абсурд. Ответчик не хочет, заявитель хочет идти к какому-то определенному суде. Дело в том, что и ответчик, и заявитель в этой ипостаси выступали иногда и государство, и общество, и юридическое лицо. Они должны были договориться. Они приходили на рынок и говорили: вот это судья мне нравится, вот это не нравится. И они договаривались до определенного момента, пока оба не приходили к согласию, что этот судья справедливый и что с его решением они будут согласны. И тогда они приходили к нему на разбирательство. А люди ангажированные, непрофессиональные, они просто вымывали с рынка. У них не было спроса, и все. Мало ли, что ты открыл кабинет судьи. Просто у тебя нет спроса, нет денег, все, ты с этого рынка уходишь. Оставались только те, которые справедливые с точки зрения общества выносили приговоры, что было очень важно. Потому что судебное решение, если общество не воспринимает как справедливым, оно не является справедливым. Справедливость основывается на всеобщем общественном мнении. Дальше самое интересное. Допустим, он взял у кого-то крупную сумму денег и вынес несправедливый приговор. Да он просто на самом деле украл у себя деньги, потому что в дальнейшем у него не будет больше денег, и все. А он 10 лет учился, еще лет 10 практики, и всю жизнь к этому готовился, и человек не хотел терять этот доход и эту твою профессию. То есть получалось, со всех сторон ему невыгодно выносить справедливые приговоры. Вот такая интересная система со многими особенностями, которые я вам
расскажу чуть позже, в следующих выпусках. У вас, конечно, будут какие-то вопросы, каким образом проводилась следственная проверка, кто проводил следствие, кто допрашивал, кто опрашивал, в какой форме, могли ли люди не выполнять судебные решения этого суда, который не имеет полномочий и силового прикрытия государства. Да, там возникает очень много вопросов. Но вот эти аспекты мы с вами обсудим в следующий раз. Ассаламу алейкум. Мира вам в душе и вокруг себя. Буду очень рад вас видеть в следующий раз.